Добрый день, мои уважаемые абитуриенты, слушатели. Начнем давайте нашу консультацию по вступительному испытанию «Общая физическая подготовка». Общая физическая подготовка осуществляется на бакалавриате, дневном обучении. И здесь мы с вами должны поговорить обо всем, что будет происходить. Для вас это должно стать нормой, что, прослушав мою консультацию, вы уже спокойно могли осуществлять экзамен. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья все варианты и все время увеличится примерно в 1,5 часа. На все виды испытаний, а их 5, это плавание на 50 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, количество раз, прыжки в длину, с места наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке. И баскетбольная комбинация, где абитуриент делает передачу, ловит мячик, ведет его и бросает мяч в корзину. Вот 5 основных испытаний, которые должен пройти абитуриент. Результаты по выполнению упражнений оценятся по 20-бальной шкале. В случае, если результат абитуриента по конкретному испытанию менее результата, представленного в таблице, который ниже посмотрим мы, за данное испытание абитуриент получает 0 баллов. Окончательным результатом абитуриента является сумма баллов за все испытания. Здесь минимальное количество баллов должно быть 50. Если ниже 50 баллов набирает абитуриент, к сожалению, он не может пройти даже на коммерцию в наш вуз. Ну а максимальное количество баллов это 100. Если везде, во всех видах испытания, вы пройдете и получите максимальный балл оценку. Вот нормативы по общей физической подготовке у юношей. Посмотрите внимательно. Это плавание нужно проплыть за 35 секунд. Прыжки в длину с места прыгнуть на 2,80. Баскетбольная комбинация 9 и 5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, количество раз 65. И наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке 20 сантиметров. Плюс должно, естественно, быть. Все эти нормативы вы, если выполняете, вы получаете 100 баллов. Но по мере того, как вы хуже выступаете, естественно, баллы снижаются. И минимальный порог это 6 баллов. Ниже уже ставится 5 баллов уже не ставится, 0 баллов. Это практически двойка. Данная таблица показывает, как выполняется упражнение и на какие оценку вы сможете себя оценить. Следующий слайд показывает нам нормативы по ОФП девушки, которые также выполняют и стараются как можно больше баллов набрать. Это плавание 50 метров 45 секунд, прыжок в длину с места 2,30, баскетбольная комбинация 11,5 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 55 раз и наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке это 25 сантиметров. Естественно, это больше, чем у мальчиков, но всем известно, что девочки гибче, чем мальчики. И данные нормативы сложены из того, что у нас существуют физические качества. И это такие, как гибкость, наклон вперед, это сила сгибания и разгибания рук в упоре. Баскетбол относится к ловкости, да? Прыжки в длину сместно скоростно-силовые качества и плавание, так скажем, на выносливость, потому что современная молодежь это не профессиональные пловцы, это те, которые должны держаться на воде, поэтому такие нормативы мы установили. Далее, очная форма сдачи. Для проведения вступительных испытаний формируется экзаменационная группа абитуриентов. То есть мы всех вас разобьем на несколько групп с 1 по 20, в зависимости от того, сколько будет подано заявлений, и сделаем расписание для каждой группы. Проведение вступительного испытания по общей физической подготовке организуется следующим образом. То есть будет проходить на Софье Перовской, у нас там бассейн свой имеется, поэтому вы должны прийти на место проведения за 30 минут до начала, показать экзаменационный лист, документ, удостоверяющий личность, предъявить председателю предметной комиссии и, естественно, паспорт. При себе необходимо иметь спортивную форму. Что входит в спортивную форму? Это прежде всего вся необходимая атрибутика для плавания. Это сланцы, это плавочки, это перед тем, как войти в водную среду, вы должны помыться, значит обязательно нужно шампунь, мочалку. Это когда вы уже помылись и входите, естественно, в бассейн уже спортивные плавки и купальники.
так скажем, форма для бассейна, и шапочка. Обязательно нужна шапочка, чтобы волосы не падали, не засоряли бассейн, потому что потом будет чистить очень сложно. Поэтому обязательно нужно иметь также и спортивную шапочку. Кроме того, после того, как мы с вами проплаваем, мы идем в спортивный зал. Все остальные тесты у нас в спортивном зале будут проводиться, 4 теста, да. Там уже нужно обязательно кроссовки, только не с черной подошвой, с белой подошвой. Обязательно спортивное обмундирование, это маечка, трусики спортивные или гимнастическое трико, без разницы. Ну и, естественно, потом вы уже проводите разминку и выполняете упражнения. Список очередности прохождения абитуриентами испытаний устанавливается председателем предметной комиссии. Результат, который абитуриент показал в контрольных испытаниях, трансформируется в баллы. То есть мы переводим ваши секунды и метры в баллы. И в соответствии с контрольными нормативами проведение вступительных испытаний по общей физической подготовке и заносится в протокол. Будет протокол, где вы будете ознакомлены с ним, и потом мы выставляем вам баллы. После окончания вступительных испытаний предметная комиссия выставляет набранные баллы в соответствующий протокол экзаменационные листы. Пересдача нормативов по ОФП при неудовлетворительной оценке или с целью улучшения отметки не допускается. То есть готовьтесь сразу, сдали, и уже следующий показатель это то, что вы сдали. Поэтому нужно заранее все готовиться. Расписание вступительных экзаменов вы можете найти на нашем сайте. Заходите на сайт приемной комиссии БГПУ. Вот, посмотрите внимательно, какая аббревиатура. abitur.bspu.ru. Подходите, нажимаете на клавишу «Бакалавриат» или «Специалитет». Здесь выходят у вас определенные файлы, и их ищите расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриат специалитет на 22-23 год. После этого высветится вот такая табличка, где вы, внимательно посмотрев ее, увидите, что вам необходимо желтым вот выделена общая физическая подготовка. Консультация будет 22 июля, и 24 июля вы должны будете прийти в 10 часов. То есть по расписанию 22 июля мы вывесим список абитуриентов, которые в первом потоке, во втором, в третьем потоке. Если у нас будет 100 или 150 человек, естественно, сразу к 10 смысла нет приходить, поэтому мы разобьем вас на группы. Первая группа придет к 10, вторая, допустим, к 11 и так далее. Если у вас по каким-то либо причинам вы не можете присутствовать 24 июля, заболели, не успели приехать, еще какие-то форс-мажоры, то вы должны написать объяснительную записку, и сдать ее в приемную комиссию, и вам дается резервный день. Резервный день будет 26 июля в 10 часов. 20 августа будут сдавать заочное обучение, то есть 24 это для очников, 20 августа для заочников в 10:00 начинается, и резерв 21 на следующий день. И вот кто претендует на коммерцию, для тех будут еще проходить испытания. 21 августа резерв 22 и 17 сентября резерв 21 сентября. Это конечная точка, когда мы можем зачислить последнего абитуриента, ну, естественно, на коммерцию. Далее, как подготовиться к сдаче вступительного испытания? То же самое, приходите на сайт БГПУ, abitur.bspu.ru, нажимаете бакалавриат специалитет и переходите на программу вступительных испытаний. После этого открываются такие виды испытаний, с которыми вы можете ознакомиться. Плавание, допустим, на выполнение данного теста дается только одна попытка. Тест проводится в плавательном бассейне. Я уже сказал, на Софье Перовской будет у нас. Абитуриента вызывают к стартовой тумбочке. По команде на старт необходимо подняться на тумбочку и встать на дальний ее край от воды. После чего подается длинный свисток, по которому принимается положение готовности у ближнего края тумбочки. По короткому сигналу выполняется старт. Также разрешается стартовать из воды или из бортика бассейна. Ну, те, которые боятся захлебнуться или упасть, плюхнуться, так скажем, отбить что-то, то можно с бортика, не обязательно. Ну, естественно, скорость от этого уменьшается, ухудшается результат. Абитуриенту разрешается плыть любым способом, какие вы можете, кроме вставать на ходьба, результат не засчитывается в случае ходьбы ногами по дну бассейна. Использование ограничительных поплавков, дорожки в качестве поддержки. То есть нельзя задевать за дорожку, ограничивающую вашу дорожку, так скажем, да, поплавок. Или вставать ногами на дно бассейна.
сразу снимается и ставится 0 баллов. Далее, прыжки в длину с места. Ну, наверное, в ГТО все сдавали, да, прекрасно понимаете, что это такое, что за тест. Вас знакомить здесь особо не нужно. На выполнение данного теста дается 2 попытки. Тест проводится в спортивном зале. Почему 2? Потому что с первой попытки, если вы заступите, то дается вторая вам возможность. И вторую уже, если вы заступите, то все, уже больше не будет попыток. По команде экзаменатора абитуриент становится к линии и выполняет прыжок. После выполнения первой попытки сразу выполняется вторая. Результат определяется по месту приземления по последней точке. Нельзя руками облокачиваться, иначе по рукам будем считать. То есть, если в момент приземления абитуриент наступает назад или опирается назад на руки, то фиксируется это касание. Если в момент прыжка абитуриент наступает на линию старта, то результат не засчитывается. Лучший результат из 2 попыток фиксируется протокол. Как я уже сказал, это из программы ГТО. Дальше, баскетбол. Вот показана комбинация, какая должна быть. На выполнение данного теста дается 2 попытки. Тест проводится в спортивном зале, результат измеряется в секундах. После того, как абитуриента вызвали для выполнения теста, он становится с мячом на середине лицевой линии. По команде экзаменатора выполняет ведение мяча по прямой, обводит центральный круг, продолжает движение к противоположному щиту и выполняет бросок в кольцо. Время фиксируется по моменту попадания мяча в кольцо. Если мяч не попадает в кольцо, можно его подобрать и снова выполнить бросок и так далее до попадания. То есть пока мяч не попадет, время будет идти. После прохождения первой попытки абитуриент возвращается на место старта и выполняет вторую попытку. Сгибание и разгибание рук – это следующий тест. На выполнение данного теста дается 1 попытка. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения. Упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища. Плечи, туловище, ноги составляют прямую линию. Стопы опираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибания и разгибания рук, фиксируемых с учетом судьи вслух или с использованием специальных приспособлений, электронной контактной платформы. Следующий тест – наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. На выполнение данного теста дается 1 попытка. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Выполняется из исходного положения, стоя на гимнастической скамье. Ноги выпрямлены в коленях. Ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамейки определяется знаком либо плюс, либо минус. Если не дотянули, значит минус. Если плюс, то значит сколько вы смогли наклониться вперед. Ну и контакты. Кострев Александр Юрьевич меня зовут. Телефон, пожалуйста, и кафедра. Спасибо за внимание. Ждем вас, наш уважаемый абитуриент, в стенах нашего университета и в Институте физической культуры. Спасибо.